Добрый день, друзья, Дудик Халшин. Немножко хочу рассказать утреннее мое состояние и передать вам мое состояние немножко. Просто мне хотелось с вами поделиться, друзья. Утром встав сегодня, я почувствовала такую ломоту в ногах, такую боль в суставах. Такое состояние у меня было, как будто бы я лежала всю ночь на булыжниках. И проснувшись, долго не хотела вставать. И про себя еще подумала, зачем мне это надо. Знаете, такие мысли плохие приходили в голову, лучше бы, не буду я даже их озвучивать. И, знаете, вот вышла сюда, зашла сюда к своей малине, посмотрела малинку. Малинка вот зацвела. Не тоже зацвела, уже ягодки. Цветочки цветут, они пахнут так великолепно. Посмотрела там огурчики, кабачочки. И прошлась в действительности по своему садику, по палисаднику. И там цветочки, и тут цветочки. И петухи орут, вернее, кукарекают. И в действительности все хорошо. Почему? Я сразу даже испугалась от тех мыслей, которые у меня были немного раньше. Почему я так могла подумать? Друзья, какое счастье все-таки в действительности видеть это. Аллах нам дает утром проснуться. Он дает видеть это солнце, эту же малину, те же яблоки, ту же... все, что происходит между нами. И Аллах же дает нам видеть это все, что происходит, ощущать это. И я так подумала, как я могла плохо подумать утром, как хорошо все-таки жить, как хорошо чувствовать это все, быть кому-то нужным. В действительности я живу ради детей, и я пока чувствую, что я им нужна, и быть нужной детям. И вы знаете, на меня такое вдохновение нашло, что я даже испугалась своих мыслей и решила, нет, все-таки надо взять себя в руки, пускай все болит, пускай все ноет. И в действительности на таком вот одном духе пробежалась быстро, и вы не поверите. Просто мне хочется это состояние свое передать, может быть, вы меня осудите, но вот обрадовалась и солнцу, и всему, и тому, что в действительности я могу дышать, я могу все это видеть, я могу ходить. Много же людей, которые не могут этого, не могут вставать, не могут выходить из своих комнат. Ну, много чего же люди, друзья, в действительности. И я переделала много делов, убралась быстро в своем новом доме, подмела везде, на улице, под навесами, помыла у мамы везде полы. Я приготовила обед, вот даже еще нет 12, я уже и обед приготовила, сварила, борщ поставила. Просто на одном духу, друзья. В действительности я благодарна Аллаху, что я могу жить, что я могу быть кому-то нужной, в действительности. И даже вот это вдохновение, если честно, даже придаете вы мне, друзья. Потому что спасибо Хадиже, у меня благодаря Хадиже много подписчиков, но спасибо всем подписчикам, и кто от Хадижи, и кто не от Хадижи. Но в действительности, друзья, вы меня настолько тоже вдохновляете, мне настолько приятно читать ваши комментарии, мне так приятно, извините, вам отвечать. И это было небольшое лирическое отступление. И еще я хочу вам сказать, только я подумала это, как хорошо все-таки. Я рада новому дню, я рада, что я живу, я рада, что я могу все это делать. И мне пришло сообщение. И вот я не вру, друзья, это сообщение буквально пришло вот у меня с этими мыслями. Такое музыкальное маленькое сообщение мне прислала подписчица. И там вот начинаются слова «Пойдем радоваться новому дню». В действительности это так меня вдохновило. Спасибо всем большое. Так, ну да, это все было лирическое отступление. Теперь пойдем дальше радоваться новому дню, как говорится. Я поймала петушков своих, 6 штук, по-моему, и одну уточку хочу зарезать сегодня. Петушков, если не убрать, это не вариант. Они передрались все между собой до крови, дерутся со всеми, что движется. И они мне уже надоели, мне придется их убрать. Конечно, они не так уж хорошо еще упитанные, но придется их убрать, потому что больше уже их держать невозможно просто. Целый день гоняются друг за другом, целый день гоняются за гусями, за утятами. И уже, я не знаю, они мне уже все мои нервы потрепали. И вот придется сейчас их зарезать, буду чистить. И, друзья, вам покажу, когда закончу все это делать. Надеюсь,
вы увидите, что я сегодня сделала. Ну, вот такое вот отступление лирическое было. А малинка все-таки у меня, друзья, будет. Видите, я и малинке сегодня обрадовалась. Уже хорошо везде, даже зреет в некоторых местах. Видите, даже созрела. Вот. Так что осенью, наверное, буду пересаживать свою малинку. Ну все, друзья, побежала я. Ну вот, друзья, зарезала, вернее, ну не я зарезала, зарезали мы петушков своих. Почистила я их, чуть-чуть присмолила, но оказывается нехорошо. Я делала это без очков и не видела. Надо будет еще с ними, короче, поработать. Сейчас быстренько их разделаю, присмолю где надо, уберу перышки, которые остались. Так, курочек я взвешивала, друзья, 2 300, 2 200. Вот этих похуденькие, ну, которые похудее, они по 2 килограмма. Ничего, хватит. Конечно, если бы их немного больше бы прокормила, они были бы лучше. Но они настолько дрались, их уже держать было не вариант просто. Ну буквально не вариант. Пришлось поэтому их зарезать. И одну уточку я, девочки, зарезала. Девочки, мальчики, кто меня смотрит. Конечно, много вот этих вот маленьких вот этих вот перышек. Их надо будет еще чистить капитально. Ну, просто я зарезала посмотреть. Вроде бы вот поймала, было ничего такой. Ну, знаете, 2 600, по-моему, 2, вот так вот потянула. 2, то ли 2 600, то ли 2 700 было, я уже забыла. Хорошая уточка, ничего, молоденькая. Я их тоже зарежу чуть-чуть попозже. Ну, недельку, наверное, может быть, еще подержу, но не больше, потому что едят много, у меня уже сил нет покупать им корм. Это вот потрошки. Вот один раз можно потрошки приготовить. Ну вот, друзья, сейчас разделаю и потом вам покажу все. Так, ну вот, дорогие мои, петушков я разделала, помыла и положила вот так вот по одному петушку в кулек. И теперь положу в морозильник. А уточку я не стала разделывать. Скорее всего, я ее буду запекать. Ну, если не буду запекать, то ее разделать недолго. Ну, вот так вот, друзья. С курочкой и с петушками я справилась. И вот теперь буду готовить ужин. И по ходу, наверное, вам покажу. Так, друзья, одного петушка я вот разделала и решила отварить на ужин. Что-то у меня мама в обед мало поела, не захотела борщ. Попросила бульончик. Ну, спросила, есть бульончик. А я из бульона в обед сделала борщ. Так что и ей бульон будет. Мясо что-то она отказывается есть в последнее время. Ей бульон, ну и мы поедим, наверное, сделаю бешхалбин, точно не знаю. Но бульон будет. Так, друзья, ну вот курочка у меня почти сварилась, я опять заешила. И картошечка почти сварилась. А здесь вот я жарю лук для зажарки, для подливы. Друзья, лук я жарю на масле, знаете, на каком? С бульона сняла жир от петушка. Я всегда так делаю. Если петушок, курочка жирные, то снимаю отсюда жир, заливаю сюда в сковородку. Водичка быстро выпекает. И потом я жарю вот на этом масле. Не нужно другого масла. Ну, чтобы собственно масло. Морковку и лук обычно всегда делаю для этой подливы. Но болгарку не все любят и не все делают. Ну, я чуть-чуть добавила красной болгарочки. Вот. Сейчас делаю пюре. Много сварила. Нас мало, поэтому я варю маленькую кастрюльку. Сегодня у нас только трое. Я, мама и старший сын. Больше никого нет. Нам спать. Вот я сварила побольше кастрюли, бульона, чтобы маме бульон поставить в холодильник. Она постоянно почему-то подсела на этот бульон и все время просит бульон. Так, ну вот теперь зажарка чуть-чуть поджарится. Я сюда добавлю черный перец, красный перец. Когда уже будет при конце, буквально за минуту до конца, чтобы перец раскрыл свои ароматы. Так, друзья, ну вот зажарка готова. Я поперчила, добавила красный, черный перец.
из картофеля сделала пюре. И теперь надо из него сделать уже, подливать бульон и сделать такую подливу, такую вешать. Сейчас я вам покажу, как я буду делать. Снимать одной рукой и показывать тоже неудобно. Штатив почему-то, я не знаю, не штатив, а когда на штатив я вот ставлю телефон, вот мне надо, сыну звонила, я не знаю, сказал, посмотрит, что там можно сделать. Почему-то у меня получается зеркальное отображение и изображение, и получается, как будто бы я левой рукой готовлю. Мне сделали замечание, когда я делала джаплич, почему ты замешиваешь тесто левой рукой, хотя я замешивала правой. Я правша, вообще не умею делать ничего левой рукой, но я не знаю, мой телефон так снимает, поэтому я даже не знаю. Так, вот видите, я налила бульон. И вот теперь тщательно. Пюре нужно делать очень тщательно, чтобы не было комочков, чтобы бир был вкуснее, друзья. Так, ну сейчас пока все не буду показывать, а то мне опять скажут, что я слишком долго показываю. Сейчас до конца доведу, а потом снова включу камеру. Вот, друзья, картофельная подлива должна быть вот такой вот, немножко, чтобы не было комочков. Вот так вот. Так, друзья, ну теперь я буду делать галушки. Итак, по ходу понемножечку вам покажу. Значит так, для того, чтобы сделать мне галушки, мне нужно килограмм муки, пол-литра воды, чайная ложка соли и 1-2 столовые ложки растительного масла. Так, ну и я начну, а потом покажу готовое тесто. Так, вот, пол-литра воды. Чайная ложка соли. И 2 ложки столовые подсолнечного масла. И вот замесим тесто. Тесто должно быть крутое. Так, друзья, я, чтобы ускорить процесс, не буду показывать. И вот, друзья, тесто готово, я его замесила. Видите, оно крутое. Из этого теста я делаю и пельмени, и вареники, и манты, и галушки. Оно подходит для всего. Так, вот. Теперь ему надо немножко полежать, минут 15-20. А так можно даже и час, и 2, и на второй день. Обычно я даже делаю его, и если не успеваю что-то сделать, кладу в холодильник, оно лежит там. Так, сейчас в холодильник не надо, просто постоит оно минут 15-20. А тем временем я сделаю что-нибудь другое. И вот, друзья, пока у меня стоит тесто, отдыхает 20 минут для галушек, я решила сделать малосольные помидоры. Это тот же рецепт, который я делала огурцы. Значит, килограмм огурцов, столовая ложка сахара, столовая ложка соли, столовая ложка уксуса, горький перец, чеснок и зелень. Вот. Друзья, зелени можно было бы побольше, но у нас идет дождь, мне просто не хочется идти в огород. На сегодня хватит, можно и завтра его добавить. Ну, вот я не стала показывать, потому что весь этот процесс вы знаете. Вот это вот все добавляется сюда, перемешивается. И минут через 20 эти помидорчики готовы. Все. Так, я потом перемешаю, покажу вам. Вот, друзья, я перемешала помидоры. Я сразу приготовила в контейнере, чтобы можно было сразу поставить в холодильник. И все, накрываете крышкой.
И ставите в холодильник минут на 15-20, и они готовы. Можно и завтра есть. Просто будет больше сок выделяться, конечно. Помидоры лучше съедать за день. Утром приготовила, в течение дня съесть, потому что сок выделяется. И помидоры нужны, друзья, сорт сливки, которые они менее сочные и лучше подходят для малосоления. И вот, друзья, тесто уже постояло минут 20. Теперь будем делать галушки. Вот. Тесто нежное, такое упругое, видите? Немножко вот так вот подмесим его еще. И все, оно уже готово. Так, нас только двое, я сделаю только немножечко, чтобы вам показать. А потом вот из оставшего теста сделаю и положу в морозилку. Так, я сейчас раскатаю, потом вам покажу. И вот, друзья, я раскатала тонкую лепешку. Не знаю, как вам показать, насколько она тонкая. Ну, как на пельмени. Надо раскатать тесто. Так, и вот у меня вот такая вот штучка. Я вырезаю этой штучкой. У меня будут галушки, они по-ингушски называются нети халтамш. Но дословный перевод получается галушки зятя. Я не знаю, почему их так назвали, если честно. Но у нас делают по-разному. Но я делаю так всегда. И дома, и на продажу. Я делаю такие галушки, друзья. Вот так вот. Теперь я вам покажу, как я их буду заворачивать. Значит, пока я из одной лепешки сделала уже вот. Теперь я вам покажу просто, как я их делаю. Вообще, даже вот так вот у нас обычно кидают. Вот такие вот квадратики можно кидать, кто не хочет заморачиваться. Есть чеченские галушки, они вот так вот делают. Но я их, во-первых, не умею делать, во-вторых, мне они не нравятся. Так, вот смотрите, вот этот вот кубик. И вот так вот по диагонали с двух сторон крепится. Вот так вот. Видите, вот так вот концы. И все. Галушки у меня готовы. Вода кипит. Она подсоленная. И вот теперь будем сюда кидать понемножку. Нас двое, нам много не надо. И вот, друзья, как только галушки всплывут, минут через 5 будут они готовы. Ну и вот, дорогие мои друзья, ужин у нас готов. Домашняя курочка, малосольные помидорчики, галушки, подлива картофельная, бульончик и чесночная подлива. Вот так вот. И мы вот со своим сыночком будем сегодня ужинать. А на этом, друзья, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом спокойной ночи вам, друзья. Бистява Хелшин.